пришел пароход к монастырю. Интересующихся им набежало из окрестных деревень множество. Жгучее любопытство посмотреть на красивую барку, которая сама идет против воды, шипит, свистит и полымем пышет, разжигало вычегодских детей природы до крайнего малодушия. Булычев, желая потешить народ, объявил всем собравшимся на монастырскую пристань, что завтра утром, сколько может поместиться людей, он всех бесплатно прокатит до Усть-Куломского селения, 20 верст, и обратно. Из воспоминаний отца Арсения о приходе первого парохода с богомольцами к Троицко-Ульяновскому монастырю в 1878 году. Первый пароход на Вычегде. Первый женский монастырь в Коми-крае. Эти, да и многие другие события были связаны с именем вятского купца Афанасия Булычева. Книга о его жизни «Благодетель земли северной» вышла недавно. Автор Надежда Аполлоновна Чермных в девичестве Булычева объездила Кировскую, Вологодскую и Архангельскую области в поисках сведений о своем однофамильце. В этих поездках ей даже удалось найти фотокарточку. До сих пор никто не знал, как выглядит меценат Булычев. Афанасий Васильевич Булычев родился в городе Орлове Вятской губернии в крестьянской семье. С детства он отличался необыкновенными способностями. После окончания уездного училища мальчика отправили учиться в гимназию города Архангельск. Но в гимназию его не приняли из-за принадлежности к крестьянскому сословию. Булычев поступил в немецкую школу, где его считали сыном богатого купца. Там он показал блестящие результаты, и как он пишет в дневнике, что за год он освоил немецкий язык, довольно свободно даже изъяснялся. Но приехал отец через год, он не стал купцом за это время, он оставался крестьянином, и поэтому поступить в гимназию опять не удалось. Руководитель школы немецкой видела, насколько талантлив мальчик, и она предложила ему продолжить учебу в кредит с последующей оплатой этого долга, вот когда он будет служащим в одной из немецких каких-то фирм. На этом учеба заканчивается, отец его забирает, и он едет в поисках работы. 11-летний Афанасий Булычев едет в Петербург и становится комнатным мальчиком у одной помещицы. Он спит на полу в коридоре и терпит оплеухи и унижения. Затем со своим дядей устраивается в булочную. После того, как дела булочной пошатнулись, Булычев возвращается домой. И за этот период, который он описывает в своем дневнике, ему удалось получить некий опыт закупки хлеба, зерна. Он вникает в вот эту вот хлебную торговлю прямо изнутри самого основания, от закупок зерна до их транспортировки и так далее. В Орлове Афанасий Булычев устраивается в книжную лавку, много читает и увлекается театром. Через какое-то время поступает учеником и помощником доверенного купца Полежаева. Булычев ездит на Нижегородскую ярмарку и участвует в закупках пшеницы и ржи. Во время зимнего безделья, потому что вот все это совершается все-таки, и транспорт, и все в летнее время, осень, и он со своим братом устраивает в Орлове театр любительский. И вот здесь раскрываются настолько его таланты, что купцы, которые приходили смотреть эти спектакли, говорят: купцов много, а вот актеров у нас нет. Они, снабдив его деньгами какими-то, отправили в Москву. Но там судьба актерская не сложилась, и он устраивается в какую-то фирму. Булычев пробовал себя в разных областях, служил приказчиком в Волжском пароходстве, занимался свечным и мыловаренным делом в Перми. На 33-м году Афанасий Булычев получил статус купца. Это ему позволило стать соучредителем акционерного общества Северодвинского пароходства. Уже в июле 1958 года выписанный из Бельгии пароход «Юг»
стоял на берегу Северной Двины, возле Архангельска. Это было началом новой эпохи речного судоходства на русском севере. Через 10 лет Афанасий Булычев открыл собственное пароходство и стал крупнейшим хлеботорговцем в Архангельске. Его первый пароход назывался «Десятинный». 10-ю часть от доходов пароходства купец жертвовал церквям и монастырям. Булычев на своем пароходе не раз доставлял в Ульяновский монастырь необходимый товар и богомольцев за весьма умеренную плату. Возможно, именно здесь у Булычева возникла идея о строительстве монастыря. Он познакомился с отцом Матфеем, настоятелем Ульяновского монастыря. Пример, как Матфей строил Ульяновский монастырь, это уже дало им какие-то надежды о том, что и он, наверное, сможет это сделать. Вот. Потом встреча с Иоанном Кронштадтским. Благодаря этому он стал эту идею воплощать. Но идея эта могла быть реализована только при наличии земель. Для каждого монастыря нужны были земли. И покупка солеваренного завода, получение доходов от продажи соли и земли, которые принадлежали заводу, утвердились в том, что вот здесь он может построить именно женский монастырь. Через несколько лет после знакомства с настоятелем Ульяновского монастыря, отцом Матфеем, Афанасий Булычев напишет ему письмо. «Сверстники мои уже умирают, а я вместо приготовления к смерти намереваюсь войти в новое суетное мирское предприятие. Беломорская компания кончает свои дела и распродает все имущество, и в том числе Сереговский солеваренный завод. И я предполагаю купить его. Дело это я обдумал по силам моего разумения и нахожу его незазорным и общеполезным. А может быть, и меня Бог призывает по соседству с вами попустынно жительствовать в дебрях между зырянами и покормить комаров». Заводом владела Беломорская компания. Завод находился в ужасном состоянии. Там и было очень старое оборудование и ужасные условия труда. Но, тем не менее, он купил, потому что там были земли. В 1885 году Афанасий Васильевич становится владельцем Сереговского солеваренного завода и начинает активно заниматься его обустройством. Предпринимает на заводе некоторую модернизацию. Добивается снижения суммы земского сбора. Начинает продавать соль в Архангельске и на территории Коми. Параллельно занимается вопросами строительства женского монастыря. Когда он решил приобрести Сереговский завод, он ехал по бескрайним просторам Зырянского края, он обратил внимание, что ни одной женской обители, ни одной богадельни, ни одного женского училища нет. Он решил, что обязательно построит монастырь. Строительство монастыря началось задолго до получения официального разрешения Светлейшего Синода. Со своим зятем, великоустюжским помещиком Иваном Калашниковым, Булычев передает 2,5 десятин земли под нужды монастыря. Силами работников солеваренного завода и крестьян местных деревень расчищали землю, вспахивали поля, делали дорогу и построили кирпичный завод. Именно солеваренный завод способствовал тому, что ускорилось дело по основанию монастыря. Дело в том, что вдовы рабочих зачастую после потери кормильцев оставались без средств существования. И Булычев был заинтересован в организации богадельни. Он при монастыре организовал богадельню и содержал ее за счет своих средств. Правда, финансирование было небольшое, но он гарантированно каждый год выплачивал 30 рублей для содержания 10 женщин. Сумма небольшая, но для богадельни была достаточной. В 1894 году Священный Синод принял решение об учреждении Зырянского женского монастыря. К этому времени шло бурное обустройство. Через год была построена деревянная церковь имени Стефана Пермского. В обитель пришли первые монахини. Первоначально при основании монастыря в 1994 году
В монастырь прибыло 11 монахинь. Через год монастырь пополнится за счет послушниц. Это 20 женщин из близлежащих сел, которые проживали на территории монастыря, исполняя послушнический искус. Они готовились стать монахинями, но не все, конечно, становились. На фотографии начала XX века мы видим, что 90 насельниц, то есть монахинь и послушниц, проживало уже в монастыре. А в 1914 году на территории монастыря уже проживало 165 женщин в возрасте от 17 до 62 лет. В 1897 году, вскоре после открытия монастыря, предприниматель Булычев распродает большинство пароходов, пишет дарственные на своих детей. Сереговский солеваренный завод он оставляет наследство дочери Анны с наказом об отчислении части доходов на содержание Зырянского женского монастыря. Афанасий Булычев жертвовал немалую часть своих доходов нуждающимся. В 1892 году в Архангельске он построил в память жены Веры Егоровны внушительную богадельню. Участвовал в строительстве и обустройстве многих церквей. В 900 году Афанасий Булычев уезжает в Соловецкий монастырь, в жизни которого он принимал активное участие. Он постригается в монахи и умирает в 1902 году. Паломники, когда приезжают на монастырь, они должны отработать там. Он или посылал за себя, или сам ездил. Ежегодно он монахом стал только после того, как уехал и уже был похоронен как инок Соловецкого монастыря. В тот же год в Кылтовском монастыре заложили строительство каменного собора Зосимы и Савватия. Почему преподобный Зосимы и Савватия? Потому что его строит Афанасий Васильевич Булычев. Папа его провожал, когда учиться в 10 лет. Он его благословил иконкой преподобных соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. И вот он с ними прошел по всей жизни. Убранство храма было своеобразным. Белые стены без фресок, 11-метровый резной дубовый иконостас. Для создания комфортных условий внутри 28-метрового высоту помещения была придумана специальная тепловая отопительная система. В подвале храма стояла калориферная печь, которую топили дважды в месяц. Отбираемый теплый воздух циркулировал по тепловым каналам в стенах внутри храма. Вот эта топка была, вот сюда загружали из окон, а вот тут как-то печь была расположена. А вот следы каналов, вот тепловые каналы. Вот сюда вот подавалось, и потом по стенам шло. Внушительные мальчишки спускались сюда к нам по этим каналам. По каналам? А они вроде узкие. Нет, мальчишки тогда маленькие еще были, они это 10-летние там, они спускались. Церковь строили около 10 лет и открыли только в 1911 году. Но достроить ее до конца не успели. По задумке архитекторов здесь должны были еще пристроить колокольню. На стене и сегодня можно увидеть тепловые швы для будущей пристройки. Место для монастыря было выбрано не случайно. Давным-давно здесь, на берегу реки Кылтовка, жил один старец. Он поставил здесь избушку, крест и молился. После смерти старца жители Серегова в небе увидели столб света и пошли на этот свет. Недалеко от речки они увидели крест, от которого как раз и исходил свет. С тех пор это место получило название Крестовый стан. Крест признали чудотворным. Он стал главной святыней монастыря. К
к нему много было паломников, много было исцелений, много чудес. Крест был богато украшен. Это свидетельствует о том, что действительно много было исцелений, потому что есть благочестивый обычай, когда просят чего-то и получают, то приносят в дар что-то. Так вот, крест был настолько богато украшен, была серебряная риза, концы креста были серебряные тоже, потом их срезали. В венце у Спасителя было 94 бриллианта и 100 золотых роз. И золотой голубь вылетал. А вот тут по периметру везде, значит, гвоздики забиты, тоже были драгоценности. Люди приносили в дар. В честь воздвижения животворящего креста решено было монастырь именовать Крестовоздвиженским. В Кылтово ехали паломники за исцелением. Здесь же при монастыре была открыта богадельня и училище для послушниц, где они обучались грамоте, изучали основы домоводства. И забота о трудящихся. Вдовы, когда оставались, они обеспеченные были. А тут, пожалуйста, они были присмотрены, накормлены, ухожены. И эти девочки тоже учились и ухаживали как раз за старицами. Все в комплексе было. Тулианский монастырь уже был, и мальчики проходили там учебу. А девочки вот здесь получали грамоту, 50 девочек. А потом уходили в мир, создавали семьи. Они уже были обучены всему. Действительно, в начале XX века монастырь из провинциального становится центром культурной жизни. На территории монастыря открываются гончарная мастерская, швейная мастерская, была даже художественная мастерская. В монастыре жили девушки от 17 лет, вот по данным официальных клировых ведомостей начала XX века. Причем большинство из них были из крестьянских семей. Монастырь — это очень хорошее место для крестьянских девушек. Это гарантированное питание, одежда и образование. Поэтому они имели более высокий статус, они переходили в сословие духовенства. Это вот храм Стефана Пермского строился, когда деревянный в 1943 году сгорел. Кылтовский женский монастырь обустраивался быстро. Храмы, общежития монахинь, хозяйственные строения. Всего на территории монастырского комплекса было 44 постройки. Длина стены по всему периметру монастыря составляла 1 километр. На сегодняшний день от стены остался только небольшой фрагмент и ее фундамент. Стену разрушили уже в советские годы для удобства перемещения техники. В разные годы здесь были детская колония, лагерь ГУЛАГа и жилой поселок. В 18 году монастырь закрыли как религиозную общину. Однако монахиням разрешили остаться на территории монастыря. Без права молиться, без права принимать паломников. И так они еще 5 лет прожили. Правда, первоосновательница монастыря игумена Федорита скончалась, когда увидела, что вот она надругательство, что ограбили, потому что все это очень трудно давалось. И она умерла. Она старица была, уже было 84 года. Она похоронена с левой стороны алтаря. Тогда было такое довольно интересное правило. Они могли переоформиться как сельхозобщина. И они переоформились как сельхозкоммуна. По сути дела, монастырь неофициально существовал до 1923 года. И храмы работали. Но в 1923 году власти спохватились и общину распустили. В 1923 году монахини покинули территорию монастыря. Часть из них переехала в Половники. В Кылтово же открыли детский городок, куда привозили несовершеннолетних нарушителей и сирот. Детский лагерь просуществовал до 1930 года. Затем сюда привезли заключенных. Монастыри были очень удобны для размещения у них исправительно-трудовых учреждений, детских домов.
колоний, поскольку существует готовый набор добротных кирпичных построек. Это ж не только храмы, но и братские кельи, административные здания, дом настоятеля. Стена имеется, окружающая монастыри. Практически все монастыри были окружены стенами. Вот такое вот место. Для нужд лагеря использовали все здания и сооружения. Главный храм монастыря приспособили под лагерное общежитие, превратив его в 4-ярусный барак. И сейчас на стенах храма можно увидеть выемки, подвалки и перегородки. А лагпункт был не очень большой, 350-400 человек, вот так в разные годы. Их всех размещали сперва в настоятельском корпусе, в братском корпусе, а потом приспособили для лагпункта собор. Там и больничка была рядом. И в таком виде, по сути дела, он и просуществовал до конца своей лагерной эпопеи, только передавался из рук в руки. Сначала здесь располагались исправительно-трудовые лагеря. Заключенные строили автомобильную дорогу на Ухту. Затем в Кылтово разместили сельхозлагерь и лазарет, куда отправляли ослабленных заключенных. Но чтобы они совсем там уж дурака не валяли, подумаешь, заболели заключенные. Вот они должны были заниматься сельским хозяйством. Сено заготавливать, картошку сажать, овощи сажать, чтобы урожаем обеспечивать других заключенных, ну, немножко и себя. Такой вот лагпункт облегченного труда. К сожалению, мы даже вот точно не можем сказать, где хоронили заключенных, потому что там смертность была высокая, потому что это был именно инвалидный лагпункт. Там доходяги в основном были. Могил-то не сохранилось. До войны заключенных хоронили в братских могилах и никаких знаков не ставили. Мы не можем установить точно, где похоронен митрополит Одесский Антоний Грищук, канонизированный Русской Православной Церкви. Только примерное место. В 1958 году лагерь в Кылтово закрыли. Заключенных перевели в другие места. Здания бывшего монастырского комплекса пришли в окончательное запустение. Неподалеку от монастырских построек остались 2 спецпоселения – сельскохозяйственное и лесозаготовителей, на основе которых позже возник поселок Кылтово. Поселок Кылтово в 1965 году – это поселение, объединившее бывшие спецпоселки, и вот поселок в монастыре. И у них там было, естественно, как положено, и магазин, и клуб. В соборе в Зосимо-Саватьевском его и разместили. В 1971 году постановлением Совмина Коми АССР комплекс Кылтовского монастыря был взят под охрану как памятник архитектуры. Однако никаких охранных и ремонтных работ здесь не проводилось до 1995 года. Тогда здание монастыря вернули обратно духовенству. Сюда пришли первые монахини во главе с игуменей Стефанидой. Мы увидели горы мусора, и в том числе в соборе. Там стоял сломанный бильярдный стол, на котором вы играли и распивали спиртные напитки. Сестринский корпус был занят. Тогда там располагалось общежитие для местного населения. Монахиням пришлось зимовать в храме с печками-буржуйками. Там по углам лед был, замерзали вода в ведрах. И даже по утрам у сестер волосы примерзали к подушке. Я говорю: София, что ты не устаешь? Я говорю: матушка, не могу. Волосы примерзли к подушке. Мы потом отогревали. Вот, но так перезимовали, слава Богу. За 20 лет многое удалось сделать. Отремонтировали крышу собора, чтобы вода не текла внутрь здания. Установили крест на центральном куполе. Главную святыню, крест, который выкинули в 18 году после закрытия монастыря, удалось вернуть. Он в 60-х годах приплыл по реке Кылтовка в деревню Половники. Тогда там проживали монахини Кылтовского монастыря. Крест долгое время стоял на деревенском кладбище. В середине 90-х его привезли в монастырь. А крест, когда привезли, сразу же он показал чудотворение. У этого креста исцелился слепой журналист. После этого очень много было еще чудотворений. Он так и остался главной святыней. В 1911 году афонские монахи, архимандрит Нифонт с делегацией, привезли частичку древ
животворящего креста Господня. Она в этом месте вмонтирована. Принадлежавшую когда-то монастырю старинную икону «Сошествие Спасителя в ад» нашли в деревне Кошки. Она вся почернела от времени и условий хранения. После возвращения в монастырь изображение на иконе стало проявляться. А вот икону Феодоровской Божьей Матери монастырю подарил первый глава Республики Коми Юрий Спиридонов в 1996 году. Икону задержали на таможне при попытке вывести ее за границу. С самого начала мы старались следовать традициям монастыря, какие были установлены. И мы сразу получили благословение владыки, и сразу вот 16 девочек-сироток, потом из подвалов, там кто бездомные, мы их учили. Еще при строительстве обители в Усть-Сысольске и в селе Серегово были построены подворья. И сегодня у Кылтовского монастыря есть удаленные представительства. В Сыктывкарском подворье кормят обедом бездомных и попавших в трудную жизненную ситуацию людей. Многие из них потом приезжают в монастырь. При обители работает фонд воздвижения, занимающийся ремонтом и восстановлением монастыря. Силами трудников отремонтированы и восстановлены собор Зосимы и Саватия и сестринский корпус, благоустроены хозяйственные постройки. Работы ведутся и сейчас. Был такой случай, что у нас вышла из строя скважина, вода на глубине 18 метров. И мы остались без воды. И наш владыка Петерим благословил нам рыть колодец. Местное население смеялось над нами, что вы собираетесь рыть 18 метров, вы пророете, что ли. Я его пригласила, попросила, говорю, владыка, вы нам покажите, на котором месте рыть колодец. Он приехал в монастырь, прошел, обошел все, посмотрел и показал вот это место. Я говорю, владыка, вы очертите прям посохом круг, где нам копать. Он так и сделал, очертил. И когда мы начали копать, на 3-м метре уже пошла вода, а через 5 метров у нас забил источник. И сейчас у нас целебный источник великомученицы Параскевы. Очень вкусная вода и очень целебная. И люди приезжают и набирают, и пользуются этой водой. Особенно многолюдно здесь летом. Тогда при монастыре работает детский лагерь труда и отдыха. Ребята активно участвуют в восстановительных работах. Помогают обустройству и многочисленные паломники. Возводят из именных кирпичей стену вокруг. Монахини надеются, что старейшей женской обители Коми-края удастся вернуть прежний вид. Кылтовский крестовоздвиженский монастырь вновь станет центром духовной жизни и паломничества. Каким его и задумывал основатель монастыря, меценат Афанасий Васильевич Булычев.